Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. На состоявшемся очередном заседании сессии парламента депутаты не приняли предложенный проект закона республиканского бюджета на 2020 год. За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 против, 2 воздержались. Парламентарии также отложили рассмотрение бюджета внебюджетных фондов. Беслан Барателя переизбран председателем Национального банка Абхазии на еще один 5-летний срок, а Руслан Тыркьба утвержден в должности первого заместителя генерального прокурора. Кроме того, народные избранники утвердили смету расходов на содержание Нацбанка и определили организацию для проведения внешнего аудита главного банка страны. Обо всем подробно в репортаже Амелии Бисмарк. Более 20 вопросов было включено в повестку дня заседания сессии парламента 26 декабря. Депутаты начали работу с рассмотрения представленных на утверждение кандидатур. Так, на должность председателя правления Национального банка главой государства была предложена кандидатура Беслана Барателя. Беслан Владиславович по уровню образования, квалификации, деловым качествам соответствует тем требованиям, которые предъявляет закон о Национальном банке для кандидатуры руководителя данного учреждения. Второй кадровый вопрос касался рассмотрения кандидатуры Руслана Тыркьба на должность первого заместителя генерального прокурора. Парламентарии приняли решение провести голосование по обоим обозначенным вопросам тайным способом. В итоге обе кандидатуры были утверждены депутатами. Согласно повестке дня, парламентарии также определили организацию для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия. В этом году аудиторская компания назначен ФБК Грант Томптон. Мы неоднократно уже эту фирму, она проверяла деятельность нашего Национального банка. Мы опять решили выбрать эту фирму по одной простой причине, что оплата услуг у них такая, на наш взгляд, была более-менее оптимальна. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год на сессии озвучил Беслан Барателя. Он отметил, что большое внимание планируется уделить развитию национальной платежной системы АПРА, расширению географии приема карт. Начата работа по интернет-эквайрингу карт АПРА, что позволит держателям карт АПРА осуществлять покупки через интернет. Следующая задача у нас будет это продолжение сотрудничества с системой денежных переводов «Контакт». Дальше будет развиваться работа с следующего года по организации мобильного приложения для клиентов. Это очень востребованная услуга, с тем, чтобы наши граждане могли пользоваться новыми технологиями, новыми качественными сервисами. И последнее еще направление – это выпуск бесконтактных карт АПРА. Народные избранники определили суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия и аппарата уполномоченного по правам человека. Следующий вопрос, а именно проект закона о республиканском бюджете на 2020 год, на рассмотрение коллег представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Наталья Смыр представила проект закона с внесенными в него поправками. На основании заключения Контрольной палаты, и самое интересное, друзья, впервые представленного экспертного заключения Абхазского госуниверситета, комитет предлагает по доходам увеличить в общей сумме 72 миллиона рублей, а именно ввозной НДС увеличить на 7 миллионов 700. Доходы в виде прибыли, приходящиеся на долю уставных капиталов организации или дивидендов по акции, принадлежащей Республике Абхазия, 50 миллионов, которые не были предусмотрены. Данные поступления предусмотрены по дивидендам от долевого участия ГК «Абхазтоп» ООО «РН Абхазия». Доходы от перечисления чистой прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных организаций, 8 миллионов. Доходы, полученные от приватизации государственной собственности, увеличить на 6 миллионов 300. По расходам предусматривается увеличить в следующем объеме – 82 миллиона. Обсуждение законопроекта вызвало серьезную дискуссию. Ряд депутатов высказывали резкие мнения относительно структуры документа. И я считаю, я обращаюсь к депутатам, то, что не будем, давайте лишь бы нажать на кнопку и пойти отдыхать, а подойдем к этому вопросу хоть раз строго. Да, мы не можем парализовать власть, да, мы не можем, чтобы страна не работала, но мы и не можем такой бюджет принимать. Хочу спросить, можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики? Можем ли мы проголосовать за бюджет, в котором судебная власть
бюджет которой на 240 судей составляет около 100 миллионов рублей, об этом говорила Наталья Викторовна. И так при своей высокой заработной плате ежемесячно может делать себе начисления и премии, доводя заработную плату до 150-170 тысяч рублей в месяц. В то время как КРУ Минфина уже полгода не пускают в Верховный суд для проверки ее финансовой деятельности. Это вообще нонсенс. Можем ли мы принять бюджет, если Кабинет министров закладывает более 15 миллионов рублей на закуп автомобилей, в то время как в некоторых школах мы не можем обогреть классы, и дети ходят в санузел на улицу? Со стороны исполнительной власти слово взял министр финансов, вице-премьер республики Джансух Нанба. Речь идет о приобретении специализированной, в большинстве своем, специализированной техники. А именно, по приобретению автомобиля скорой помощи с ИВЛ для новорожденных. Речь идет о приобретении специального транспорта с подъемником для дома престарелых и ряд других транспортных средств именно вот такого назначения. Парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам проведена серьезная работа по анализу бюджета. Однако, по мнению Джансуха Нанба, исполнить бюджет с внесенными поправками в данный момент не представляется возможным. Увеличение расходной части в следующем году, не имея возможности исполнить те обязательства, которые мы берем на себя, мы столкнемся с ситуацией, что не те люди, условно, те организации, которым мы увеличили на бумаге финансирование, мы и их не сможем обеспечить. И, соответственно, обеспечить, свои потребности по другим направлениям. Это приведет к дисбалансу и, безусловно, будут возникать вопросы. В части предлагаемых корректировок нам видится возможным предусмотреть данные корректировки уже в следующем году на этапе корректировки бюджета на 2020 год. После долгого обсуждения народные избранники в соответствии с регламентом заседания сначала определились с тем, что будут голосовать за весь пакет поправок одновременно. Затем депутаты голосовали за данные поправки. Однако законопроект не был поддержан большинством голосов. Следовательно, проект республиканского бюджета с поправками был отклонен. Государство будет работать по параметрам бюджета 2019 года. И в течение первых 3 месяцев мы должны будем представить, не мы, исполнительная власть должна будет изменить и представить новый проект бюджета, который будет рассматриваться парламентом. В принципе, знаете, в данном конкретном случае ничего страшного не произошло, то есть финансирование никуда не денется, может оно будет более такое, знаете, как, может сокращено где-то в каких-то рамках. Но в сущности статьи по заработным платам, это будет 100% исполняться. Так что никто не будет ущемлен в смысле неполучения заработных плат и всего остального. Рассмотрение бюджетов государственных фондов также было отложено до следующего заседания. В завершении встречи парламентарии приняли постановление об отсрочке до 1 апреля 2020 года вопрос организации автоматизированной судебно-информационной системы. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии все еще сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МЧС. Ситуация с лесными пожарами в республике за минувшие сутки существенно не изменилась. Локальные очаги возгорания отмечены на всей территории Абхазии. Сухостой и подлесок горят в районах сел Акапа, Сальма, Лапсархва, Кондоилы, Радзюк, Жагуада, Царча, Псырска. Серьезная ситуация в районе перевала Аибга. Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Тушение производится в большинстве случаев в труднодоступных районах, куда зачастую невозможно подогнать спецтехнику. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини облетел на вертолете наиболее обширные очаги лесных пожаров. По словам главы спасательного ведомства республики, непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Спасатели несут круглосуточное дежурство. С 21 декабря пожарные 74 раза выезжали на тушение огня. Площадь возгорания на утро 26 декабря составляла около 377 гектаров. Распространению огня способствует сухая, теплая погода. Главная причина возгорания – человеческий фактор.
Развитие абхазского языка с использованием современных информационных технологий. Такова главная цель Центра лингвистики, открывшегося в Абхазском государственном университете. Специально для данного проекта учеными и профессорами АГУ была разработана программа, которая поможет научиться не только говорить, но и думать на абхазском языке, а также клавиатурный тренажер, помогающий научиться быстро печатать на абхазском. Обучение будет проводиться с помощью электронных и других интересных тестов на логику. Также при центре будет создана база по переводу документации на абхазский язык. А для детей выбран интерактивный метод обучения. Презентацию проекта центра в АГУ посетили ученые и преподаватели университета, а также премьер-министр Валерий Бганба. Поэтапная реализация поставленных задач центра рассчитана на 2019-2029 годы. Впервые ежегодный сборник Госкомитета Абхазии по статистике «Абхазия в цифрах» вышел на абхазском языке. В нем отражены основные статистические показатели по всем направлениям жизнедеятельности государства. Репортаж Алики Трапш. Ежегодный статистический сборник «Абхазия в цифрах» издается с 2004 года. Он составляется Госкомитетом по статистике на основе данных, полученных от предприятий, организаций и населения, путем сбора статистической отчетности, выборочных исследований и других форм наблюдения. Также используются данные, представленные государственными ведомствами и Нацбанком. Сборник представляет собой издание с основными показателями в таблицах и диаграммах. На протяжении 15 лет он издавался только на русском языке. И вот впервые статистический журнал за 2018 год вышел в свет на абхазском языке. Мы как-то обратились в комитет по развитию абхазского языка. Такого сборника не было, мы с идеей обратились, но моральную поддержку они нам оказали, и мы, так сказать, своими силами решили приступить к этой работе. Благо у нас в организации есть пару людей, которые неплохо владеют языком и готовы были, так сказать, на добровольных началах взять на себя эту ношу и перевести на абхазский язык. Работа над переводом и изданием журнала заняла 9 месяцев. 16 разделов, таких как финансы и кредит, инвестиции, промышленность, здравоохранение, образование и другие, вошли в сборник. Сюда также включены новые подразделы – выпуск кинофильмов, книг, брошюр, журналов и газет, а также расширен раздел правонарушения. На абхазский язык перевести вопросы демографии как-то легче было перевести. То, что касалось вопросов экономики и социального положения, было тяжело перенести, потому что все-таки мы все обучались и на русском языке, наша экономика говорит на русском языке, наша документация, деловая документация вся ведется на русском языке. В этих разделах мы очень долго и упорно проработали, до максимума приблизили к сути экономического процесса или социального процесса, чтобы оно именно говорило и звучало на абхазском языке, исходя из нашего быта, из нашего понимания, из нашего словаря, из нашей жизни. Статистический журнал «Абхазия в цифрах» станет большим подспорьем для работников госструктур. Ярбан успортазаги, айлкара, ику ахтыс айлкарума, хундкара, атом хундкараква, ркна хара хундкарш хундкару, урдырцазахуна, энергна ихумуху, чигигац мизбанзар, вакаянуб, ахучин эргна дуйхунза, ахабхедзару курома, лыцко шагоку, шахтко шагашутума, вы зигиртаху. «Абхазия в цифрах» издается на основании данных, собранных в течение отчетного периода один раз в год. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Как сообщили нашей редакции в Госкомитете по статистике, председатель организации, доктор экономических наук Кама Гоги введена в состав Международного редакционного совета журнала Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации «Аудит». Первому абхазскому журналу об искусстве, широко освещающему социокультурную сферу страны, исполнилось 40 лет. Благодаря концепции журнала, качеству и уникальности его содержания, профессионализму редакции и авторов, Ахазара занимает особую нишу среди немногочисленных периодических изданий Абхазии. Наша съемочная группа была одной из первых, кто поздравил коллектив журнала с юбилеем. Репортажи Эсмагуланзе.
Искусство – это душа народа. Тяга к прекрасному живет в каждом человеке, будь то любовь к книгам, живописи, архитектуре, музыке или театру. Именно поэтому на протяжении стольких лет журнал «Ахазара» находит отклик в сердцах своих читателей, публикуя интересные и содержательные материалы об истории, науке и культуре абхазского народа. 40 лет, как он выходит. И в то же время он и трагический, потому что ушел год, скоро год, как нет его главного редактора, его основоположника, и человека, который стоял у истоков этого журнала. Это наш большой писатель, это Джума Виссарионович Ахуба. И вот все эти годы он направлял этот корабль, и этот корабль доплыл до наших берегов. Это журнал на и сегодняшний день, но в то же время и вчерашний, и в то же время журнал, который нас заставляет думать о будущем. Журнал был издан впервые в 1979 году и, несмотря на маленький тираж, сразу же обратил на себя внимание читателей. Его передавали из рук в руки, его выхода ждали и обсуждали. С тех пор на протяжении долгих 40 лет журнал не прерывает своей работы. После войны было очень сложно, естественно, не было возможности печатать, и возможности типографии были очень сложные, потому что у них очень много станков пострадало во время войны, но тем не менее все равно старались делать все, что возможно в силах типографии. Естественно, проходя время, сейчас у нас журнал, который выходит, она более качественнее, можно сказать. Круг авторов журнала интересен и разнообразен. Свои статьи здесь публикуют как начинающие, так и именитые абхазские писатели. Вы знаете, размах журнала расширился, потому что мы многое из нашей истории многое не знали. Оказывается, истоки нашего искусства начинаются не только здесь, но они хранятся во многих зарубежных странах. И этим мы гордимся, что искусство Абхазии имеет богатую прошлую историю. В настоящее время журнал издается ежеквартально, тиражом в 500 экземпляров. К юбилею журнала приурочен выпуск издания, включающего статьи об его истории и рассказы о людях, которые внесли немалый вклад в его развитие, а также другие интересные материалы. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Курсанты кинологической службы учебного центра МВД Абхазии получили сертификаты профессиональной подготовки. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. В кинологической службе учебного центра МВД Республики Абхазия продолжаются тренировочные занятия. Курсанты учебного центра окончили полный курс дисциплин и стажировку в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД России, получили сертификаты профессиональной подготовки и вместе со своими питомцами приступили к несению службы. Молодые служебные собаки на ежедневных тренировках демонстрируют умение обнаруживать взрывчатые вещества и определенные виды наркотических средств растительного и синтетического происхождения, исполнение служебных команд, охрану хозяина, преодоление препятствий, задержание. По программе профессиональной переподготовки для кинологической службы курсанты учебного центра освоили как базовый курс дрессировки служебных собак и специальные направления, так и основы ветеринарной подготовки, курс выработки приемов управляемости и тактические навыки применения служебных собак. По мнению кинологов, дрессировка учит собак правильно оценивать ситуацию, когда необходимо проявить агрессию, а когда следует сохранять спокойствие. Каждая собака работает строго по своему направлению, и впереди освоение таких немаловажных практических аспектов, как розыск по запаховым следам человека. Ведь применение собак в оперативно-служебной деятельности подразделений МВД – это большая перспектива в раскрываемости преступлений. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, 60-летний Гарик Джинджал, нуждается в нашей с вами помощи.
Мужчине срочно нужна операция по замене сердечного клапана. У семьи ветерана нет средств на дорогостоящую операцию. Сын Гарика Джинджал обратился за помощью в благотворительный фонд «Доброе сердце», деятельность которого направлена на оказание помощи людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «Доброе сердце» сотрудничает с Московским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Там готовы принять Гарри Джинджал и сделать ему операцию, стоимость которой составляет 470 тысяч рублей. Чтобы помочь ветерану, нужно послать СМС со словом «Помощь» на короткий номер 5511. 4 декабря обратился Алмазхан Джинджоля по поводу больного отца своего. Мы решили, посмотрев документы, обратились в центр Бакулева. Нам одобрили, что можно его прооперировать. Недостаточность сердечного клапана, там дефект у него большой, идут отеки. Вот собирается жидкость у него. За счет жидкости он дышит плохо, давит на него. Вот надо успеть в течение недели, думаю, если получится сбор денег, мы его отправим и прооперируем. Нам объявили 470, но это в ходе операции видно изменения. Может быть меньше, а может и больше будет. Еще раз просьба, если кто неравнодушно к этому относится, чтобы помочь. Кто сколько сможет. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 27 декабря в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой. В предгорьях и горах снег с дождем. Снег. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 9-14 тепла. Температура моря плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.